Здравствуйте! В прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева. И вот несколько тем нашего выпуска. Обустроить детские площадки и скверы. Сотрудники ЖКХ города Цхинвал проводят ремонтные работы. Также у нас в планах работы по полной замене кровли по улице Куцуева, 61 и Сталина, 101. Культурное сотрудничество набирает обороты. Об остинской культуре в Италии рассказали на пресс-конференции. Заложена основа собственного дела. Налажено производство древесного угля. Репортаж о начинающем предпринимателе. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 25 июля в Москве встретится с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предполагается, что на встрече будут обсуждены вопросы взаимодействия с московским патриархатом, строительство Русской Православной Церкви в Цхинвале, возможность обучения граждан Республики Южная Осетия в духовных семинариях и академиях России. К другим темам. В Цхинвале на аллее славы у Вечного огня состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге новобранцев весеннего призыва 2017 года. На присяге присутствовал и президент Анатолий Бибилов. Глава государства отметил, что военнослужащий у осетин всегда был в почете. Он пожелал новобранцам с честью исполнять свои воинские обязанности. Allana fasterju, Allana tkhey, Allana fasterju, Yusuna tkhey, ama jubata sayrogda, İsabil, ama Oma, Kades, Makassa, Avzar khas kanuna, Wadman, Allana fadak var, Allana fadak na, Allana fadak show shaman guneis kanab shabala wa kanab. Обустроить детские площадки и скверы, заменить кровли многоквартирных домов. По обращению жильцов столицы, сотрудники ЖКХ города Цхинвал проводят ремонтные работы. Подробности в репортаже Зарины Кочиевой. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства при городской администрации приступили к замене кровли многоквартирного дома на проспекте Алана Джилоева, 56. Крыша дома протекала, она не ремонтировалась, ввода здания в эксплуатацию. Жильцы обратились в городскую администрацию. Так как невозможно провести частичный ремонт, кровля будет отремонтирована полностью. Кровля данного дома протекала во многих местах. Рабочие обеспечены на данном этапе всем необходимым материалом. Финансирование идет без перебоев. Также у нас в планах работы по полной замене кровли по улице Куцуева, 61 и Сталина, 101. Другая бригада жилищно-коммунального хозяйства работает в районе Целинников. Здесь сносится старая котельная. Работы начались на прошлой неделе и уже завершаются. Планируется провести эти работы и в других районах города. В городской администрации отметили, что старых котельных в городе много. Все они будут снесены. На их месте планируется обустроить детские площадки и скверы. Зарина Кочиева, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня. Целеустремленность поможет преодолеть все трудности. Наш соотечественник Вилор Джагаев – начинающий предприниматель. Он изготавливает древесный уголь. Первая партия продукции уже реализована. Репортаж Алены Уттаевой. Идея изготовить древесный уголь у жителя города Цхинвал Вилора Джагаева возникла не случайно. Друг, реализующий курицу на углях, попросил помочь ему с работой. Когда Вилор увидел, в каком количестве ежедневно расходуется уголь, решил заняться производством древесного угля. Вначале пришлось столкнуться с трудностями, так как делающий первые шаги предприниматель не был знаком с технологией. Но целеустремленному молодому человеку удалось преодолеть проблемы. Для изготовления древесного угля Вилор Джагаев и его друзья, которые помогают, используют твердую породу древесины бук. Вакуумную бочку без доступа воздуха плотно наполняют древесиной, буковыми отходами. Потом разводят костер и через 5 дней получают до 1 тонны древесного угля.
Чтобы изготовить до 1 тонны древесного угля, внутри вакуумной бочки необходимо поместить около 9 кубов древесины. Когда костер разгорится, необходимо снаружи добавлять дрова. Это могут быть любые отходы древесины. В целом, для реализации древесного угля необходимо около 10 машин материала. Вилор говорит, что лесам они вред не наносят, так как пользуются отходным материалом. Снаружи добавляем около 7-8 кубов отходов древесины. Мы используем в основном отходы древесины. Есть возможность не вырубать деревья. Главное, чтобы этот материал не был гнилым. Вилор Джигаев, говоря о дальнейших планах, отмечает, что хочет изготавливать и природный розжиг. Всю продукцию будет реализовать в своем магазине. Как изготавливают древесину за границей, я не знаю, но в своей экологически чистой продукции я уверен. Мы не используем синтетические или нефтяные материалы. У меня есть магазин на улице Осетинская, и всю продукцию в ближайшее время буду реализовывать там. На этом угле можно приготовить шашлык 2-3 раза. Искра держится дольше. На изготовление 1 тонны древесного угля необходимо около 10 дней. Работа сложная, уходит много времени. Но Вилор Джигаев говорит, что ему в радость что-то уметь делать своими руками. Раньше предприниматель занимался продажей кафеля, но, по его словам, эта работа намного интереснее. Делать что-то собственными руками, к тому же экологически безопасное топливо. В планах Вилора расширить производство, и тогда он сможет всю республику обеспечить местным древесным углем. Мы хотим обратиться к правительству с просьбой оказать нам финансовую поддержку, чтобы мы смогли установить еще вот такие вакуумные бочки до 5 штук. Древесным углем Вилор Джигаев обеспечивает несколько заведений общественного питания и готовые кухни. Предприниматель Альберт Валли, владелец популярного кафе «Винченцо», говорит, что раньше уголь ему приходилось везти из Северной Осетии, да и качество оставляло желать лучшего. Но когда он узнал, что в нашей республике появилось местное производство, начал уголь приобретать у Вилора. И качеством он доволен. Наше кафе работает больше года, а полгода назад мы начали готовить шашлык. Уголь приобретали в Северной Осетии, в Алагире и в Дигаре, так как качество было лучше, чем у нас в республике. Но месяц назад, когда Вилор Джигаев предложил нам попробовать свой уголь, мы были удивлены качеством и ценой. Очень хорошее качество и низкая цена. Хочу сказать, что алагирский и дигорский уголь во Владикавказе считаются лучшими. Но у Вилора качество намного лучше, да к тому же местный продукт, что немаловажно. Разница в цене с привозным углем значительная. Если 3 килограмма привозного угля стоят 150 рублей, то древесный уголь, реализуемый Вилором на территории нашей республики, стоит 100 рублей в розницу, а оптовая цена 90 рублей. Местный древесный уголь будет отличаться от привозного не только качеством, но и внешне. На мешочках на осетинском языке будут написаны все данные. Алена Утаева, Арнольд Харебов, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в пресс-центре «Спутник» состоялась пресс-конференция с участием представителя Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа и директора консерватории города Пезаро Франчески Матачена. Репортаж Елены Газаевой. Гостями МИА «Спутник» стали представитель Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа, директор консерватории города Пезаро Франческо Матачена и педагог музыкальной школы имени Феликса Алборова Сармат Кабисов. Представительство Южной Осетии в Италии работает уже 2 года. Что за это время удалось сделать и какие дальнейшие планы, рассказал Мауро Мурджа. Среди программ представительства важное место занимают культурные проекты, популяризация осетинской культуры в Италии. Большую помощь оказывает директор консерватории Франческо Матачена. В прошлом году она пригласила 2 ребят из нашей страны – Сармата Кабисова и Константина Дудаева. Были организованы и гастроли нашей оперной певицы Амаги Готти. Идет постоянная работа над тем, чтобы больше людей в Италии узнали о Южной Осетии. Директор консерватории города Пезаро Франческо Матачена отметила высокий уровень подготовки осетинских музыкантов. Она была потрясена их игрой и талантом. Anche se per pochissime ore, diciamo 2 giorni. Она бесконечно счастлива, что она познакомилась с такими молодыми, талантливыми музыкантами, как Дудаев, Константин и Сармат Кабисов. И она бы хотела, чтобы такие же ребята приезжали каждый год или, может, даже почаще, и знакомились с культурой Пезаро, потому что это город Россини, город, где родилась опера. Ну и она надеется, что будет продолжение.
Сармат Кабисов поблагодарил руководство нашей страны за предоставленную им возможность пройти стажировку в Италии. Программа была очень насыщенная. За время нашего нахождения в Пезаро мы очень многое увидели, услышали и узнали. Занимался по специальности у выдающегося профессора у Паоло Винани. Это, на мой взгляд, я учусь и колледж закончил, и в институте учился в Нальчике, но такого уровня специалиста я, честно говоря, нигде не увидел. Счастлив, что попал именно к такому великому профессору. Журналисты задавали интересующие вопросы о планах и новых проектах. В своем интервью Маура Муржа отметил, что после посещения Ленигорского района у него новые впечатления и совершенно иное мнение, противоположное существующему в Европе. Di grande democrazia, straordinaria democrazia che l'Europa non conosce. Вся Европа знает, что Россия оккупировала Грузию. На самом деле он вчера своими глазами увидел, что все рестораны, все магазины принадлежат грузинам. И он понял, насколько демократичный народ в Южной Осетии. И по приезду он будет говорить об этом, потому что Европа не знает правды. На самом деле они думают, что все совсем наоборот, что грузин угнетают, а он расскажет правду о том, что грузины там проживают спокойно, и никто их не терроризирует, не унижает, не притесняет. Гости рассказали о своих впечатлениях о Южной Осетии. Мауро Муржа в Осетии не в первый раз, и он отметил значительные изменения к лучшему с прошлого приезда. Журналисты задавали много вопросов о итальянской действительности и дальнейших перспективах сотрудничества. Елена Газаева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 25 июля. В Наурском районе республики переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 26, ночью плюс 16. В Заузском районе переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 29, ночью плюс 18. В городе Куайсан переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 26, ночью 18 градусов тепла. В Ленигорском районе Южной Осетии также переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21, ночью плюс 13. В столице республики Цхинвали переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 27, ночью плюс 17. У меня на этом пока все. Спасибо за внимание и до свидания.